смелость. Смелость, которая должна в нас проснуться. Это не секрет, задыхаешься. Не быть в оппозиции, не быть в молчании, Нет. не быть в стагнации. Лидерами будут все-таки высокообразованные люди. Мы меньшинство. Где мы потом с этим языком? Кого мы хотим воспитать? Мы не должны обеспечивать сферу обслуживания. Biz kim olacağımız, hizmetçilerimiz ya da liderlerimiz. Начну с провокационной фразы, за которую, конечно же, мне снова прилетит от аксакалов. Но, тем не менее, мне кажется, что за 30 лет мы научились открывать школы, создавать рабочие места, но при этом мы не продумали про национальное образование. И сегодня с нашими гостями мы хотим как раз поговорить на эту тему. Селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селям. Енисеоджан, наверное, вы не согласитесь с такой моей гипотезой о том, что создание концепции национального образования ушла у нас на второй план, или мы просто не успели ее, так сказать, сформулировать. Как вам отзывается такая моя гипотеза? Потому что я чувствую нехватку вот какого-то концептуального видения, да, вот этой проблемы. Ленура Ханом, я, наверное, все-таки с вами не соглашусь. Если мы затрагиваем 90-е годы, этап, когда активно открывались школы, классы с крымско-татарским языком обучения, конечно, эта практика опережала концептуальное обоснование открытия этих данных классов. Но говорить о том, что концепции не было, наверное, мы не можем, поскольку учеными, методистами, общественными деятелями очень активно обсуждалось как содержание концепции образования на крымско-татарском языке. Были большие споры, мы были свидетелем этому, были разные точки зрения относительно содержания концепции образования на крымско-татарском языке. И все-таки концепция была принята в Верховной Раде Крыма. И кроме этой концепции, другой концепции пока у нас нет. Поэтому она была, исторически этот документ был. Документ. Этот документ, над ним работало очень много людей, ученые, методисты, педагоги. И там как раз в этой концепции, я внимательно изучала эту концепцию, поскольку в то время мы как раз, я обучалась в аспирантуре, занималась вопросами образования на крымско-татарском языке, и там как раз в этой концепции было продуманы этапы возрождения образования на крымско-татарском языке. Никто не забывал о 50-летней депортации. То есть этапы возрождения были прописаны. Мне кажется, что все-таки вот за эти 30 с лишним лет возвращения мы не подтянули научно-методическую часть этого вопроса. Проблема только в этом? Мне кажется, что все-таки вот тот опыт, который был на протяжении 30 лет, и назвать его неудачным я не могу. Мы не говорим про неудачу, мы говорим про реализацию, имплементацию, если говорить юридическим языком этого документа. Реализация, имплементация была. Пусть частичная. Какой процент обучающихся принимал участие в системе образования на крымско-татарском языке? Это вопрос, который мы постоянно поднимаем, и общественность, и педагоги, ученые об этом говорят. Понятно, что это где-то процентов 10, в зависимости от ступени образования, 15%. Это есть статистика, ученые этим вопросом занимались, но у нас гораздо больше проблем, которые нам надо было бы решить. Поэтому это фундамент. Да, мы занимались вопросами развития национального образования на государственной основе, то есть государственной поддержкой. Сейчас, мне кажется, вот сейчас у нас нет нормативно-правовой базы, закона, например, о языках. Видение у нас есть? Я думаю, конечно же, продолжая, хочу присоединиться к вашему диалогу. Действительно, имея такую образовательную практику, вот как вы, Енисей Ханом, сказала, что мы опережали, действительно, мы опережали, открывая классы, обучение, изучение, да, все в школах, и параллельно развивали ту концепцию, к которой мы пришли, да, в течение 30 лет. Она же действительно уже была принята, и у нас есть уже итог, результат, какой
какого-то документа. Да? Каков он на практике, к сожалению, мы не смогли опробовать. И я думаю, как раз вот то упущение в течение этих 10 лет, когда мы не воспользовались 10 статьей Конституции Крыма, да, о родных языках, 273 законом Российской Федерации об образовании, 131 законом Крыма об образовании. И вот эту концепцию, друзья, я считаю, что надо было и сейчас не поздно приводить в соответствие с российским законодательством через, может быть, НИИ, да, при КИПУ, научно-исследовательский центр был, сейчас уже институт. И сейчас как раз есть и образование, то есть учреждение, центр, который мог бы эту концепцию преподнести, переработать и предоставить нашей школьной системе. Мой вопрос скорее заключался в том, что у нас как бы, нормативно, институционально оно все присутствует. Никто не говорит, что мы где-то там в последнем вагоне образовательного поезда. Да, нет, какое содержание нет. и какая практика? А как это реализуется? Вопрос. То есть мы видим ли мы Согласен. результат этой истории? Да? То есть кто вообще сегодня формирует ту самую образовательную повестку? Да? Вы давно в информационной жизни крымских татар и Крыма находитесь. Ваш опыт из тогда, что называется, по сегодняшний день, каков он? Ну, скажем так, опыт становления со всеми, с обществом, с народом, и все инициативы-то исходили от народа, да, потому что, да, дети не понимали, они выросли в семье крымско-татарской, слышат вроде бы как и крымско-татарскую, и русскую, а где-то только крымско-татарскую, где-то только русскую речь. И вот здесь как раз-таки ответственность аксакалов, родителей, народов, инициативных людей привело, сформировало, то есть направило этих детей, и дети начали понимать. Выросло поколение, которое нуждалось уже в крымско-татарском языке. И вот здесь мы четко выбрали для себя путь, что мы в Крыму, да, представляем красивую культуру, представляем богатые традиции, но без языка эти традиции и культура, ну это как вот нарисованная для меня художником картина в черно-белом цвете. А вот как раз краски эти, это наш крымско-татарский родной язык, который бы представил Крым в полном объеме, его коренной народ, его автохтонность, его интерес и привлекательность уже и для других народов, как геополитический центр между Турцией, Азией, Европой. Мы как раз-таки то связующее звено, которое бы привлекло, в каком бы государстве бы ни находились. Слушайте, вы нарисовали прекрасные горизонты. Я, в общем-то, где-то синхронизируюсь с вами в контексте нашей миссии здесь, в Крыму, да, но готовы ли мы создавать воспитывать такое поколение, поколение, которое мыслит вот в такой категории? Для меня вообще образовательная система – это прежде всего экосистема, да, которая учит мыслить, учит формировать какое-то видение, визию, да. Насколько наша вот, такая мини, скажем так, национально-образовательная экосистема готова формулировать и формировать, скажем так, такие задачи для учителей, как минимум, да, и такую визию воспитывать в наших детях, в наших учениках? Мне сложно говорить о всех структурных компонентах системы образования. С вашего маяка. Да. Я последние годы занимаюсь дошкольным образованием на крымско-татарском языке, ну и работаю с обучающимися начальной школы. И вот все-таки вот тот вопрос, с которого мы начали, концепция. Концепция как раз-таки и закладывает те ориентиры, те идеалы, которые мы потом реализуем на всех ступенях образования. И сегодня Шевкетбей очень правильно отметил то, что нам все-таки надо пересмотреть концепцию образования на крымско-татарском языке в рамках российского законодательства и принять это как локальный региональный акт. И там были определены наши ориентиры. Это то, что касается нормативно-правовой базы функционирования образования на крымско-татарском языке. То, что касается ориентиров, которые мы определяем сами как народ, вот кого мы хотим воспитать. Мы очень часто с родителями беседуем на эти темы, какие должны мы идеалы закладывать у подрастающего поколения. Вот, недавно мы штурмили, думали о том, что все-таки развивать. Но главная ценность – это наш язык. Язык – это на самом деле это не грамматика, это мировоззрение. Это картина мира, в которой растет и формируется ребенок. И что это язык и патриотизм, любовь к Крыму. То есть вот корни, которые мы с детства должны формировать понимание того, что корнями мы в Крыму. Второе – качественное образование. Вот
на самом деле серьезное, качественное образование. Мы здесь спотыкаемся все время. Мы здесь, вы знаете, я не могу сказать, что мы спотыкаемся. Этот ориентир у нас должен быть сохранен. Вот то, что у нас было в депортации, да, сейчас, после возвращения в Крым, главная ценность, каждая семья старалась дать своему ребенку образование, в том числе высшее образование. Процент среди крымских татар с высшим образованием очень высокий. Сейчас есть такая немножечко подмена, но я вижу тенденцию, когда дети уходят в колледжи. Ой, вот как бы, это страшная история, меня она пугает немножко. Вот я думаю, что все-таки, чтобы у нас не произошло смещение ценностей, мы все-таки должны помнить нашу историю развития и все-таки делать акцент на получение высшего образования. Высшее образование – это страховка, это наш сертификат в жизни. И мы уже не на одном поколении видели, как он нам помогал выживать. Здесь нам надо отметить, чтобы мы получали не дипломы о высшем образовании, именно образование. Качественное образование, потому что по-другому мы быть конкурентоспособными не сможем. И третье, все-таки изучение английского и иностранных языков. Потому что мы не знаем, каким завтра будет мир. Какие вызовы перед нами будут. Поэтому, вот, на мой взгляд, идеал, который мы обговариваем с родительским сообществом, это знать родной язык корнями, то есть патриотическое воспитание корнями, жить в Крыму, получать образование. Я не говорю только на крымско-татарском языке. На крымско-татарском языке знать хорошо государственный язык, на русском языке, чтобы быть конкурентоспособным. И хорошо знать английский язык, чтобы быть конкурентоспособным в мире. И тогда вот мы, упираясь корнями глубоко в наши корни, мы можем представлять, наши дети, будущее поколение может представлять себя как образованные, эрудированные, открытые к разным конфессиям и культурам поколения, но в то же время хорошо знающие, кто они в этом мире. Шевкетбей, наше родительское сообщество готово к такому, скажем так, переосмыслению, готово к тому, чтобы включаться в эти процессы и быть помощниками, да, педагогам, помощниками учителям, подготовить детей, в общем-то, к нелегкой такой миссии, скажем так. Вы знаете, я думаю, что они не то что готовы, они уже это делали, да, и у нас есть огромная практика в течение 30 лет. Вы знаете, когда я был журналистом и сидел в студии, приглашая таких вот инициативных работников образования, да, очень частый гость у нас была руководитель работников образования Мариф Чесафуреханум Каджаметова, из рук которой вышла, да, та концепция, я имею в виду ее сообщество, и так далее. И вот в тот момент, будучи журналистом, я всегда думал, почему в школах постоянно вот это вот ариза яз, аризана язанас, ана бабалар, вот эта фраза ана бабалар, ариза язанас. Думаю, сколько можно говорить об этом? Понятное дело, родители должны написать, что родной язык крымско-татарский, и мы хотим его... Но когда я стал родителем сам... Вы столкнулись? Я столкнулся на практике с этим. Я увидел совершенно другую картинку, когда действительно своим соотечественникам, родителям приходилось объяснять, убеждать и говорить, зачем вам нужен, да? Что для чего нужно писать заявление о желании изучать, хотя бы изучать. Я не говорю сейчас об обучении, я говорю хотя бы об изучении. Крымско-татарский язык как предмет в школе, а не факультатив и так далее. Вот. И, соответственно, тогда я понял, почему все 30 лет мы говорили и долдонили об одном и том же, что надо не забывать. И вот на практике, я практическую хочу сторону показать в примерах. В конкретно нашем классе, где моя дочь обучалась, 7 человек было крымских татар. Но никто не задумывался и никто не написал. И когда, соответственно, я призвал это сделать, все-таки не забывать, и у нас есть еще время, а есть достаточно хороший период и сроки для того, чтобы, если даже написал заявление не так, то пойти еще успеть переписать. Запустить процесс, да. Конечно. И, значит, из 7 человек 3 согласились сразу, 4 пришлось разговаривать, доставать. Не брали звонки, не отвечали на звонки, не брали трубочки, не хотели. Как-то вот аморфно, тихо. Мне тихо, спокойно, не трогайте меня, у меня все нормально. Ребенок вроде бы как учится, все хорошо. И еще один родитель вообще сказал, вы знаете, для меня, как-то вот русский язык у нас слабоват, мы хотим второй родной русский выбрать.
Естественный язык межнациональный никто не отменял, мы его все прекрасно знаем, и мы не отказываемся от него, и он у нас есть в учебной программе. Но почему мы отказываемся от родного крымско-татарского языка? Мне пришлось объяснять, что это, уважаемые, это же, ладно, если вы не, вот просто крымско-татарский язык думаете, но это же не просто крымско-татарский язык, это же еще и ключ к тюркскому миру, это же еще и знание азербайджанского, турецкого, узбекского, ну и много других языков, языка Казани и так далее. Вы что? Вы закрываете своему ребенку и ставите стену на развитие в будущее. Если ребенок в будущем скажет: «Ана баба, я сыз мені огрет меданыз, Крым татар мектепте оқығанда Крым татар тілінің аризасыны яздырмаға бермедіңіз, сыз қабатлысыз, о дохры олajaq». Чем вы объясните такой феномен? Это страхи родителей, это вот та атмосфера вокруг, скажем так, создания национальных классов, национального образования вообще. То есть вот этот вот Я ажиотаж... думаю, что тут много факторов есть. И боязнь, и страх, и дилетантство, и незнание, и, скажем так, безинициативность. Вот это вот ничего не делать. Спокойно, вроде бы как идет все в каком-то русле. И непрозрачность вот институциональная, да, в том числе, я так полагаю. Естественно, есть и такой фактор. Иногда родители боятся влияния руководства, педагогического коллектива, и это позиция страуса. Хотя родители четко должны понимать, что они являются участниками учебно-образовательного процесса. Так же, как и учителя, родители по закону являются участниками учебно-воспитательного процесса. И об этом мы уже не раз говорили. Право на изучение родного языка, пока он не стоит в инвариантной, в обязательной части, если он находится в региональном или в школьном компоненте, то это решается только путем написания заявления. Поэтому родитель не должен думать о том, где найдут учителя. То есть его задача бороться за сохранение родного языка. И Шевкет Бей очень правильно сказал, родители являются официальными законными представителями детей. Если бы у ребенка спросили, «Сен ана тіліңні öğrenmеге istейсің ме?» Бутун балалар айтар еді, «Мен istейм». Ана баба, bu ақны ана бабаға айт bu ақ. Оның үшін бүгін сен балаңдан bu ақны алғанда, ярын осып шыққан соң, о бала саңа керчектен менің үшін суалны қояжақ. Ve onun için ana babanın vazifesi bir şeyini düşünmeyi, barıp o arизаны yazmak. Ve devlet bizge bu ақны бере. Biz de başka vatandaşlardan vergilerimizni, налогlarimizni ödeyimiz. Yani bundan korkmağa gerek mi? Biz de başka vatandaşlardan bu ақны қазанмаға біз қазанамыз bu ақны. Rus тілінде bu проблема жоқ. Rus тілінде аризаңны яздың, istемесең огренесің. Ama bizге bu ақны талап этмек керек. Я боюсь, что наши родители иногда забывают о том, что, подписывая договора на обучение, а в школах они практикуют, эта практика есть, это норма юридическая и правовая, которая, в общем-то, такой себе договор между образовательным учреждением и родителем, где мы договариваемся о правилах игры, и это право у нас зафиксировано. Я боюсь, что наши родители не понимают, что они субъекты этого процесса, а не те, кому что-то предлагают на условиях молчания, да, или согласия такого молчаливого. Поэтому, мне кажется, проблема в том числе и в этом. И эту историю как-то надо расшатывать. И я бы, наверное, вот как мы с вами говорили до начала записи, да, что с родителям не только юридическая помощь нужна, не только правовой какой-то консультант и, скажем так, маршрут в этой истории, но еще и какая-то такая психологическая, да, чтобы вот этот вот рубильник внутри страха выключить и включить некую такую хорошую злость, которая позволит довести до конца процесс включения национального образования. Но давайте вернемся к нашей истории. Да, наша история про все-таки чуть-чуть больше, чем открытие национальных классов, чуть больше, чем открытие национальных школ. Мне кажется, что я все-таки, хоть вы со мной не согласитесь, но я все-таки убеждена, что наличие документа само по себе не решает проблему, если, скажем так, участники этого процесса не готовы, либо не ставят себе задачу, условно говоря, да, не находят время для того, чтобы расшатать эту историю, да, историю про видение, визию, да, о том, кем мы хотим быть. Да. То есть у меня есть ощущение, что при наличии прекрасных кадров, при наличии такого нормативно-правового какого-то документа, у нас, к сожалению, на этапе реализации что-то мы где-то упускаем, что-то мы где-то, скажем так, спотыкаемся, да.
И вот эта история про роль учителя, да, про учительский стиль, да, помогает ли он нам сегодня, вообще что это за отношения, да, на сегодняшний день учителя и ученика, да, то есть это история про визию, это история про менторство, это история про что, в общем, сегодня? Практика на самом деле настолько разная. И исходит она прежде всего из педагогических компетенций, из мировоззрений педагога. Конечно, по закону, по различным программам федеральным и региональным мы говорим о субъектных отношениях. Ну, личностно-ориентированный подход, гуманистическую педагогику никто не отменял. И поэтому, конечно, и в ФГОС, федеральных государственных образовательных стандартах, везде красной линией прописывается формирование субъектных отношений. Насколько это реализуется в школах, это второй вопрос. Но есть разные школы, есть разный опыт. Поэтому есть школы, которые глубоко задумываются над тем, кого мы готовим и каким должны быть дети завтрашнего дня. Поэтому, исходя из этого, вот я тоже постоянно бываю на различных семинарах, мы обучаемся, повышаем свои педагогические компетенции. И вот на последнем семинаре у нас был очень интересный спикер, и к нам, к образованцам, пригласили спикера Сбербанка, Т-банка. Был такой очень интересный спикер Марк Кукушкин, который до этого проводил большую сессию, фасилитационную сессию для сотрудников Сбербанка, и мы очень удивились. То есть образованцы и финансы. И финансы, да. Оказалось, несовместимые, разные планеты. Оказалось, что Марк Кукушкин, он антрополог, философ, и он нам раскрыл теорию подготовки лидеров. Ну, то есть понятно, что эти дети, которые обучаются в современных школах, это будущие лидеры, это то поколение, которое завтра будет управлять нами. И вот он предложил очень интересную такую динамику развития лидерства. И Марк Кукушкин говорил о том, что в 90-е годы формировали лидеров командиров. Я начальник, ты подчиненный. Через в определенное время, в начале 2000-х годов, концепция поменялась, и начали готовить лидеров, которые управляют процессами. То есть такая ориентированность на командную работу. Не только я начальник, а умение договариваться, формирование социального интеллекта через высокий уровень профессионализма. В 20-х годах концепция меняется подготовки лидеров, и сегодня мы говорим о времени команд, где в командах каждый компетентен, где очень критичный ум, и мы очень быстро умеем меняться по сложившейся ситуации. Когда ты это можешь себе позволить, когда у тебя высокий уровень образованности. И эта образованность, она формирует гибкость в обществе. Гибкость и умение работать в команде. Мне этот подход очень понравился. Очень понравился. То есть главный ориентир – это все-таки высокая образованность. И все-таки будут в будущем управлять лидерами будут все-таки высокообразованные люди. И умение договариваться. Вот не секрет, что сегодня иногда у детей очень высокий IQ, а умение договориться отсутствует. То есть это же наша великая проблема. Это проблема, и сегодня во всех государственных стандартах прописывается формирование социального интеллекта, формирование эмоционального интеллекта. То есть это сочетание, оно будет формировать лидеров будущего. Поэтому я думаю, что вот он ориентир. А когда это формируется? Когда через субъектные отношения. На самом деле это не очень простая концепция формирования субъектных отношений. Это очень дорогостоящий процесс. Это очень долгий процесс. Он напрямую связан, это мое субъективное мнение, он напрямую связан с наполняемостью классов. Напрямую связано. Что вы имеете в виду? Когда у вас в классе 30-35 детей... Лидера не вырастешь. Вырастешь. Может быть, вырастешь, но не всегда получается формировать субъектные отношения. Не секрет. Тогда где-то преобладают объект-субъектные... Тишина в классе. Ну, как по-другому, да. Объект-субъектные отношения. Поэтому наполняемость классов, работа в группах, либо фронтальная работа, все это влияет на формирование вот тех ключевых понятий,
понятий в подготовке будущих поколений. Поэтому наполняемость, ну, на мой взгляд, оптимальная наполняемость – это 22-25 человек в классе. Тогда мы можем работать как в группах, так и индивидуально, ну, и позволять себе работать иногда фронтально. Поэтому... Вот вы сейчас очень прекрасные вещи сказали. Я целиком за и полностью, что называется, за эти истории, за субъектно-субъектные отношения, за вот этот выход за традиционное, скажем так, пространство представления об образовании, когда вот со Сбера там, или из банков приглашают неких специалистов. А у нас есть какая-то коммуникация между педагогами, между учительским сообществом, не только учительским, преподавательским сообществом? Было Маарифчи, да, то есть я так понимаю, что они выполнили миссию вот формирования каких-то ориентиров, да, заложили некий фундамент. Сейчас мелькает Тасиля Нахтары, это как некое сообщество, да, и что-то там внутри происходит. Я пока не вижу какого-то продукта внаружи, что называется, да, может быть, там на этапе формирования, я надеюсь, что это так, да, но, по крайней мере, функцию, ну, какой-то агрегации они выполняют, да, люди знакомятся. Есть площадка, где люди знакомятся друг с другом. Что есть у нас еще? Где происходит коммуникация преподавателей крымских татар? Не просто учителей крымско-татарского, а преподавателей крымских татар. Есть такие сообщества, которые обсуждают эти вещи, да, которые, ну, пытаются вот ту самую концепцию, то самое новое видение нащупать, скажем так, да, адаптировать то, что у нас есть. Ну, да, успех Ассоциации крымско-татарских работников образования Маарифчи был, ну, положительным, очень хорошим, безупречным. Это история успеха в развитии образования на крымско-татарском языке и в объединении образованцев в этой сфере. Сейчас мы, к сожалению, не смогли продолжить этот опыт, к сожалению. Но этот опыт нужно было развивать дальше, да, там его переориентировать надо было. Да, и здесь, я думаю, что, извините, может, перебиваю, здесь не надо выдумывать велосипеда, но все же наработано, все же есть, да, начиная с 14 века с кодекса Куманикуса. Все эти образовательные периоды и процессы имели шаг за шагом. И мы уже наработали ту концепцию, да, ну давайте ее переработаем. Есть, опять повторяюсь, может быть, есть учреждение, которое это может продолжить. Конечно, я с удовольствием думаю, все крымские татары, весь народ будет приветствовать любую инициативу, параллельную, там, какую-то народную. И вот, возвращаясь к тому вопросу родительской инициативы, да, как им становиться, как им дальше продолжать и как им дальше действовать. Действовать, конечно, нужна помощь им, однозначно, потому что, Какая? к примеру, к моей той же практике, да, родительской, если бы у меня не было, скажем так, опыта какого-то, а я опыта всего лишь приобрел там с какой-то одной небольшой конференции, где вот этот труд был просто предоставлен, и один раз было объяснено, как действовать родителям, инициатива родительская, что такое родительский комитет, как писать заявление, как требовать, как просить, как вступать в диалог с администрацией школы. У нас же нет этих навыков. Родители просто-напросто не знают. И поэтому здесь страх. Страх не от того, что он по жизни человек боязненный, да, а от того, что он не знает, как это сделать, и ему некому помочь. Потому что таких, как Анисия Ханум, в Симферополе на разрыв ее одной не хватит. Вот как раз-таки здесь еще и параллельно я бы все-таки созывал и приглашал бы готовить где-то вот приблизительно таких кадров, которые будут работать в районах, в школах, ездить, проводить там встречи с родителями, объяснять. И им достаточно будет 1-2 раз, как они поменяют всю свою тактику и политику местного диалога с администрациями школ. У нас нету объединительной вот этой идеологической какой-то концепции, чтобы дойти к той концепции образования на крымско-татарском языке, и чтобы НИИ понимал, что ради кого им действовать завтра, ради тех родителей, которые бьются снизу. Извините, Багашлан Шевкетбе, я перебью. НИИ интересуется тем, что происходит внизу? А вы знаете, всегда был разрыв между народом и интеллигенцией. Это очень плохая история. Вот здесь как раз-таки и ключевые люди, которые объединяют вот этот вот мостик, они находятся среди обычных инициативных родителей, а может быть наоборот, кто-то из интеллигенции берет, вот как Гаспринский, да, бросил однажды должность главы Бахчисарайского исполкома, да, и пошел создавать в народ, в люди. И вот как раз-таки вот это был пример объединительный, пример практический, который поднял вот этот вот пласт кверху.
Успех IQ Миркизи прежде всего в такой консолидации с родителями. В целом, как у нас эта история несет? Я продолжу тему, которую сейчас мы затронули. Конечно, говорить об объединении всех педагогов – это актуально. Но мне кажется, сейчас время, когда мы должны профессионально работать вот в каждой сфере. Например, кто-то взял область дошкольного образования на крымско-татарском языке, развивай профессионально. То есть развивать не просто концептуально, но и экспериментально. То есть посмотреть… Не обо всем и ни о чем. Да, не обо всем, да, не объять необъятное, а вот предметно взял свою частичку этой концепции, посмотри, как она работает, да, то есть как ее обеспечить учебно-методическим материалом, как подготовить кадры, как привлечь родительское сообщество. Вот в этом смысле мы, конечно, взялись за эту сферу, мы в ней и работаем. Почему мы не можем сейчас объединить, даже не можем объединить педагогов в области дошкольного образования, потому что вот вы совершенно правы, времени просто физически не хватает. Сейчас очень важно это прописать. Мы идем к этому пути. Мы сейчас хотим прописать, как воспитывать детей в 3 года, в 4 года с точки зрения образования на крымско-татарском языке. И все-таки сейчас есть блестящие дистанционные технологии, обучение онлайн, и это можно делать онлайн. Вот взял на себя эту сферу, обеспечь ее качественно. И если бы каждый брался за эту сферу профессионально, начальное образование на крымско-татарском языке, среднее звено, старшее и так далее, вот мне кажется, тогда бы мы перешли на новый качественный уровень. Поэтому и с родителями почему мы работаем в этой сфере? А потому что это триединый треугольник. Педагог, родитель, ученик. И тогда мы все наши концептуальные вопросы закрываем. Потому что то, что мы хотим, да, мы воспитываем в детях, но не всегда это понимают родители. Они могут быть вообще отрешены. Они могут быть отрешены, да. И тут колоссальное время уходит на то, чтобы этот треугольник закрыть. И вот когда мы его закроем, когда мы видим, что мы все эти возрастные этапы, а их 5 возрастных этапов только в дошкольном возрасте, когда мы их закроем, мы сейчас и параллельно мы это все прописываем. Потому что никто нам готового материала не дает. Это не дошкольное образование на русском языке, где все очень четко, методически и научно прописано. Мы это ищем на русском языке, на турецком языке, на других тюркских языках и создаем свой продукт, который, ну, это же научное методическое обеспечение образования. Анисия Ханум, я здесь даже добавлю цифрами. Да? У нас в 15-16 годах в крымские школы и учреждения был передан 63 наименования учебников, программ, словарей и так далее. 63 единицы. Это немало. Где? Надо их открывать, чтобы они работали. Вот они о чем не речь. работают. Вот 61 тысяча экземпляров. 63 Я боюсь, что их нет в наименований. школах. Я боюсь, Даже что их если нет. они, скорее всего, есть в школах. Если это изданы на государственные деньги учебники, они обязательно в школах. Другой вопрос, что они могут лежать в библиотеках, либо в классах. Да. Пользуются ли ими учителя? Да? Как ими пользоваться? Верно. Это же, мы все понимаем, что это колоссальная работа подготовки педагогических кадров. Вот элементарно у нас в дошкольной сфере. Мы готовим в КИПу. Да, я лично сама работаю на кафедре дошкольного образования и педагогики. У меня вся специализация. Да, и тут я хочу отметить, что мы это годами делали и ведем эту подготовку. Но тем не менее к нам приходят студенты, которые не говорят даже как трехлетки. Вот Трехлетки, да, вот беда. И что мы делаем? Я тогда в университете обучаю этих студентов, которые на 2-м, на 3-м курсе, обучаю их сначала лексике 3-летнего ребенка, а потом объясняю, когда он сам понял эту лексику, усвоил, потом я говорю, а теперь я тебе должна рассказать, как ты должна этому материалу обучить ребенка 3 лет. То есть, понимаете, какая нагрузка? Ты обучаешь языку, и параллельно ты объясняешь методическую сторону этого вопроса. То есть, поэтому, на самом деле, тут, это не секрет, задыхаешься. Колоссальная работа. И ты еще должна обеспечить учебно-методическим материалом, рабочими тетрадями. Ваши обязанности педагога никто не отменял, да? Это не работа педагога. Это работа научно-исследовательских центров. Поэтому я за качество, за то, чтобы эти фронты все-таки не вот так объединять, а профессионально, конечно, классифицировать. И там очень большой фронт работы. Вот мы в дошкольном, мы готовы были семинары проводить, но у нас вопросы с терминологией и так далее. Мы это, слава богу, очень много сделано. Очень много сделано. Поэтому мы хотим, конечно, сделать научно-методический центр по дошкольному образованию на крымско-татарском языке. Это следующий этап нашего развития. Аллах сметите. Мы выйдем на онлайн-обучение, но нам еще чуть-чуть надо доработать, подтянуть, довести до уровня программ, законченных программ.
Мне интересно, почему наши учителя, вот вы нашли себя, да, у вас параллельно есть история с IQ Меркези, да, но и вы создали эту атмосферу, вы создали эту историю, где вы можете себя там реализовывать и где-то что-то опробировать свои научные разработки, научно-методические разработки в первую очередь. Ну, понятно, что не все такие субъекты, не все могут создавать подобные проекты, но создавать какую-то, я не знаю, локальную группу, которая будет заражать, да, этой историей, мне кажется, да. Совершенно верно. Да. Недостаточно Запрос вот есть. этих общественных Запрос инициатив, есть. организаций, таких как, вот вы сказали, я, например, первый раз сегодня слышал Тасиль Анахтары, да? Ну, наверное, еще не дало те плоды или еще вот, ну, так не популяризировалось. Надеюсь, что оно займет место, там, к примеру, Марьевчи, да, и там будет лидер, который как раз-таки будет пинать, толкать, и вот этим вот связующим звеном, которого нет, и мы поэтому где-то и хромаем, да. Вот тот же, я не хочу умалять сейчас, ну, каких-то достоинств, потому что у нас, ну, Чалышхан, Быльгылы, Милетмас, да, и каждая структура может просто сейчас работает, ну, скажем так, скрупулезно. Локально. Да, локально, но как бы не толкая вот этих инициатив, которые у нас уже есть в виде документов, которые переработать, и все. Поработать со школами, поработать с родителями. Где-то, может быть, это сделать не раз, потому что там надо еще и расшевелить. Вот. Поэтому здесь я, конечно, думаю, что вот это вот правовое регулирование связать с общественной инициативой и желанием высоким. И здесь я вот вспоминаю слова профессора, у которого я обучался, у Айдара Меметовича Раметля, который говорил: друзья мои, не переживайте и не бойтесь того, что вы закончите и не будете работать вот в этом направлении. Вы всегда знаете, что Крым-татар тилini siz эдеби тилini yüksek seviyede али мәлуматны алып, біріншіден evde балаларыңызға öğreteceksiniz. Мындан çıkacak sizin küçük filologlарыңыз, bilgili балаларыңыз ve inşallah оларға енді belki de başka malumat tahsil берерсiniz. Енді олар sayılacaklar. Lakin sizге kim birisi бермей, сегодня крымско-татарский язык и литература, а завтра ты параллельно взял еще какое-то там, допустим, профессиональное направление. Да, пожалуйста, сегодня у нас с 2-3 образованиями очень много сегодня это условия выживания. А уже зная крымско-татарский язык литературный с высшим образованием, тебе вообще проще будет определяться. Я к тому, что, к сожалению, у нас при таком большом количестве выпускников филологических факультетов, а их за 30 лет, окей, за 25, да, там плюс-минус, немало. В общем-то, 58-го года у нас работает, ну, раньше назывался этот ЛИП. Да. Мы то поколение не берем, оно свою работает, миссию выполнило. Да. Они были достаточно Да. субъектными, в отличие от этого поколения филологов, которые, ну, где-то потерялись, как мне кажется. И сегодня единицы из них создают какую-то, ну, локальные какие-то вот такие союзики. Но запрос есть. Я к чему? К тому, что запрос есть. То есть мы создали такую атмосферу, где не владеть языком, не говорить языком, это, ну, знаете, моветон, да. Но вот удовлетворить отдельные наши, так сказать, выпускники вузов, они, в общем-то, пытаются удовлетворить этот запрос. Но вот нет какой-то... Здесь вот еще для истории. многих миноритарность, вот это, что мы меньшинство, где мы потом с этим языком, или что вот у многих родителей просто вот какие-то вот обычные, вот даже простецкие, скажем, такие отговорочки, я бы сказал, да, но здесь надо раскрыть как раз-таки для родителей глубину знания крымско-татарского языка, его будущее и его, скажем так, состоятельность, его богатство. И здесь вот я вернусь к практической, скажем так, плоскости в школах, да, те административные, скажем, такие препятствия, может быть, по-другому они как-то могут идентифицироваться, но тем не менее прорабатывать каждый момент. Нету педагога? Давайте мы вам найдем педагога. Всеми родителями, всем обществом будем искать вам педагога. Найдем. Нету учебников? Как нет? 63 наименования у нас. У нас сегодня медиацентр Гаспринского работает. Прекрасные книги издают, но они до школ не доходят, до библиотек школьных их издают не в 30 их не экземплярах. открывают. Ну вот, в том-то и дело. Значит, увеличиваем тиражи, работаем над этим. Что у нас еще в школе не хватает? Класса?
давайте сложимся. Мы, вот сегодня же есть фиданчик, да, коммерческое там направление у этого, допустим, направления, да, а мы здесь, почему бы в школе, которая рядом, вот я, например, почему не могу ездить в фиданчик? Потому что у меня территориальная сложность, и это у многих. К сожалению, нет возможности финансирования, чтобы это была сеть коммерческих школ, чтобы была альтернатива, а это серьезная и мощная альтернатива сегодня. Где-то, может быть, во времена стагнации. Фиданчик сегодня это просто шикарная альтернатива. Но мы сегодня говорим о системном подходе, в сотрудничестве с государством, с правовой базой, со всей базой, которая у нас имеется, учебной, я имею в виду. Здесь не хватает уже смелости и проработки на местах. Все. И вот здесь я говорю о каждом моменте, прорабатывать каждый момент. И здесь как раз-таки нужна вот эта помощь инициативных организаций. Но это, на мой взгляд, всё может быть, правильно. еще какие-то ресурсы без привлекать. инициативных организаций, тем более у нас опыт инициативных групп имеется шикарный, да. Мы спецы в этом вопросе. Да, почему бы, да, если в свое время это было направление деятельности инициативных групп было направлено на возвращение народа на родину, почему сейчас вот этот милли әрекетні башқа тарафқа айландырмайық? Тілімізді қоршаламақ үшін, тәсілімізді қоршаламақ үшін. Бүгінгі күнімізде милли әрекет белгі бұл тілімізді қоршаламақ ве милли мектеплерімізді, менлігімізді сақламақтыр. Поэтому если этот опыт инициативный... Канунлар черчевесінде. Бетте, Русен канунлары черчевесінде. Поэтому этот опыт инициативных групп, я здесь 100% с вами согласна, Шевкет Бейлинура Ханум, не ждать от кого-то. Да. Не ждать. Есть у нас инициатива в любом регионе, я не знаю, в Саках, в Бахчисарае, Карасу-Базарда, Ахьярда. Возьмитесь за это дело. Не ждите, когда кто-то к вам приедет и чему-то вас обучит. Берите инициативу на себя. Мы тоже так же начинали. Сколько, 12-13 лет назад, мы работали в системе государственной системе образования. Начали развивать параллельно частное образование, понимая, что мы можем охватить больше народу в этой сфере. Получилось? Получилось. Сложно? Да, сложно. Но ждать, что приедут в регионы, обучат, не успеваем, мы физически не успеваем этого делать. Поэтому у нас, правильно вы сказали, очень много педагогов, но не всегда эти педагоги понимают, как, например, коммерциализировать эту часть вопроса. Совершенно. Народ поддержит. Когда мы говорим, что наши родители безинициативны, я не соглашусь, потому что я вижу совершенно другую сторону этого вопроса. В Айкью-Меркезе другие родители, я вам хочу сказать. Да, но я не только о наших родителях хочу сказать. Да, у нас замечательные родители. У нас на самом деле... Я просто как родитель говорю. То есть те родители, которые меня окружают, извините. У меня в очереди очень много родителей, которые готовы прийти завтра. Но у меня просто нет мест. И я, например, как учредитель не могу обеспечить расширение мест. И родители готовы. Есть, которые сами сохраняют язык в семье. Есть, которые хотели бы дать своему ребенку. Я поражена масштабом. Пек чох адам. Керчектен пек чох инсан. Есть. Біз ештралмаймыз. О заман фарқлы регионларда сіз демеселен о қадар қырым-татар бар мариналарда. Балабан евлер тура, екі қатлы евлер. Шымды о евлерде чоқсы бош тура о евлер. Яшыжақ адам тапамайсын. О евлерде мүмкін де оны япмаға? Кенеде Нисе ханым, оз мына бұл район ақында айтмағастайым, қырым-татар балабақшасы, қырым-татарлар топлу яшаған қасабада ерлешесіз білесіз. Мисал оларақ біз күчік баланен кіргенде анда уч милли группа чалышайды, біз шыққанда енді екі группа. Ләкин қырым-татар сайысы, қырым-татарларының сайысы ТРКБ деңішмеді. Мисал оларақ 27 баладан 23, яда 18 более орта есапнен группада 80% қырым-татарлары, ләкин милли группаларды гіл. Не үшін. Аризалар язмады. Гене ариза. Олар істемеді. Олар умум рус тілі группаларының олмасыны istediler demek. Ең мерақлысы рехберлері де қырым-татар. 80% қырым-татарлар. Не үшін япмаймыз? Кім бізге дұшман? Кім бізге дұшман? Ята джедверлер бақасы. Мына бұл группа, группада 80% қырым-татарлар, ләкин милли группа дәділ. Екі тілі япай назынан. Яқшы япмадың билингваль олсын. Екі тілі группа. Ве біз көреміз ки, яқында Зареміс Ярым тәсіл әзірлігінен бұл динамиканы көстерді. Халық балаларыны билингваль группаларға да бермеге істей. Ве девлет бақчаларында балалардың сайысы чоқлаша, чүнки халық азыр. Ама
Yapınız o zaman. En azından tıl olsun. Devlet bilingual bakçalarında en azından tıl dersleri olsun. Ola bile. Niçin olmasın? Programalar var. Rahmetli Sultaniye Harahadının programaları çalışa. Onun için aybet ana babalar bilmiyorlar. Siz doğru aytasınız. Onlara yol gösterecek adliyeciler gerek, juristler gerek. Hocalar bilirler de bunu. En azından siz артından yürümeseniz de ana babalarga fikir veriniz. Aytınız, ariza yazınız. Ariza yazgan son biz ayda milli olmasın. Bilingual grupаны açarmız. Yani milli grupаны da açmak mesele hocalarına bağlı yoksa? Hocalarga da bağlı bu şey. Çünkü hoca yol gösteriyor. Hoca bir yolunu göstergen bir insan. Bizim hocalarımız tek tilini ya da grammatikаны öğretken insan değil. Kırım Tatar tili hocaları her vakit yol göstergen insanlar. Знаете, успех 90-х, о которых мы говорили, да, в образовательной сфере, он состоялся ровно потому, что учителя ходили от двери к двери. Я просто выросла в этой истории. Я сама была свидетелем этих походов учительских, когда там 5-6 человек ходили от двери к двери к родителям первоклашек. И вот так вот создавались первые национальные классы. И мне кажется, я сейчас не буду огульно говорить о всех учителях, но мне кажется, проблема начинается с того, что наши учителя некоторые безинициативны, не субъектны, давайте так. Я не хочу никого обидеть. То есть есть отдельные экземпляры, которых не остановить в этом смысле, да, и они и методически активны, и в принципе по жизни активны. Но есть, раз у нас есть такая проблема, и общество не говорит на крымско-татарском, значит, действительно есть история, и не пишутся заявления, да, действительно есть проблема несубъектности, аморфности педагога, либо воспитателя и так далее. То есть эта проблема мы отрицать сидим и тоже нельзя, ожидаем, конечно. когда к нам придут. Вот то есть, такая история. Вот, то есть субъектность начинается с каждого. Субъектность начинается с родителя, который должен написать заявление об обучении на родном языке. Субъектность начинается с педагога, который должен сказать «Стелино грен мегестисен ариза язмага унутма лютфен». Да? Субъектность начинается с руководителя. У нас же очень много заведующих. Bizim halk arasında. Да. Çok. Методистов очень много bizim halk арасында. То есть субъектность, она настолько разноплановая, поэтому мы должны помнить о этой субъектности и ответственности перед народом. Потому что біз, herkesге bağlı. Білесіз, ағылаған балаға меме бермейді. Белки де мында ожа бір административ ресурсының бір қысмыдыр. Evet. Оларға да çok mesuliyet қалдырмамаға керек. Ана бабалар, инициатив тәшәббүс инсанлар, оларның бірліктеки çalışқан, бұл çalışмалар olması лазим, мен білесем. У меня такой вопрос. Вот учитывая весь тот спектр проблем, который у нас сегодня имеется, да, и то, что мы сегодня так слегка озвучили, не погружаясь, так сказать, глубоко в эту историю, по ощущениям, что у нас ждет через 5, 6, 10 лет, условно говоря, да, на какой карте мы будем? На культурной карте мы будем, на языковой карте мы будем, на социальной мы будем, или это будет, знаете, такой маленький крымско-татарский Ешеляда внутри некой географии, ну и мы будем так вот маргинально, как музейный экспонат, проживать свою историю языковую, культурную и так далее. Ну, я думаю, здесь как раз-таки и от нас и зависит. То, о чем мы сегодня практически в течение всей программы и говорили. От инициативности, от смелости, от желания, от того, как мы видим себя и свою идентичность. Если мы, скажем так, имея 14% состава населения крымско-татарского в Крыму, имели 17-19% в отношении образовательной системы, да, то есть превышали тот процентный свой состав в обучении, то тогда это говорит о том, что у нас мы можем. И поэтому мы можем. Нельзя просто забывать о том, что какая у нас практика, какой у нас багаж, что у нас все есть. Это просто, друзья, открыть, вспомнить, возобновить, ну и, скажем так, смелость, которая должна в нас проснуться. И мы не делаем ничего здесь зазорного. Мы хотим и желаем жить в мире в согласии со своим языком, культурой, традициями и как раз-таки показать, какой у нас богатый крымско-татарский язык, и как раз вот на геополитической карте быть тем связующим звеном, как у Гаспринского «Восток и Запад», да, труд, вот как раз-таки показать это на практике. Ваш прогноз на сегодня? Я люблю говорить языком цифр. Цифры – это всегда реальная статистика. Мы, мне кажется, все равно должны четко понимать, какая ситуация у нас сегодня на
всех этапах развития системы образования. Может быть, в какой-то сфере мы лидируем, в какой-то сфере мы отстаем. Мне кажется, вот то, о чем мы сегодня говорили, должен быть надо подумать, как объединиться и провести вот этот вот анализ и посмотреть, какие сферы у нас опережают развитие, а где мы отстаем, над чем нам надо поработать. То есть мы объективно, мы же не штурмим. Не штурмим. Не штурмим. Нет. Мы должны собраться, я не знаю, как это сделать, надо подумать просто. Я занимаюсь частным образованием, дошкольным частным образованием на крымско-татарском языке, и мы собираемся и штурмим. Штурмим и думаем, где мы можем, вот те пробелы того, чего у нас не хватает, мы думаем, где это мы можем взять, как нам поработать. Поэтому я не готова сказать, что ждет нас через 5 лет. Мне кажется, что нам сейчас, прежде всего, нам надо поставить правильный диагноз. Какой диагноз у нашего образования на родном языке во всех сферах? И тогда определять, куда нам дальше двигаться. И, на мой взгляд, не быть в оппозиции, не быть в молчании, Нет. не быть в стагнации. А в объективной реальности мы должны... Мы не имеем права на это, пока у нас не состоялся диалог. У нас же не было диалога, да, не было той практики, не было еще наработок, или мы бы, скажем так, с уверенностью сказали, мы требовали, а нам не дали. И тогда мы перешли как раз-таки в оппозицию или в какие-то другие там формы. Форматы коммуникации. Да, форматы коммуникации. Вот я опять-таки беру на примере личного, скажем так, частного действия, да, когда мы прошли вот этот путь требовательный, и мы достигли результата. Он у нас был положительный, мы довольны, мы добились предмета крымско-татарского языка в расписании. Все, мы его учили, мы работали уже в этом направлении. И у нас есть положительная практика, как на маленьком примере. Давайте попробуем на большом примере. Масштабировать эту историю. Я считаю, чтобы нам ответить на ваш вопрос, на последний ваш вопрос, Ленора Ханум, нам надо серьезно сесть и подумать. И проанализировать реальную ситуацию. Степень развития образования на крымско-татарском языке в государственном секторе и в частном секторе. Где у нас есть достижения, где у нас есть минусы, над чем нам работать, как развивать эти две параллельные сферы. Пусть работает одна и вторая. Я каждый раз говорю на вашей передаче об этом. И время покажет, какая из сторон окажется сильнее. Но мы, к сожалению, на сегодняшний день, чтобы давать прогнозы, мы должны четко понимать, что у нас есть на сегодняшний день. Реальную картину сегодняшнего дня. Я абсолютно с вами согласна. Действительно, нам сначала нужно поставить диагноз, что мы имеем на нашей сегодняшней карте. Есть еще одна история, которая меня немножко пугает своими масштабами и, в общем-то, своей тенденцией, да, прежде всего. Мы с вами это обсуждали в частном порядке. История про нежелание поступать в высшие учебные заведения нашими выпускниками, а больше, скажем так, ориентироваться на среднеспециальное образование, то, что сегодня называется колледжами. Возможно, здесь, в Симферополе, это не так заметно, в Ахмеджите, да? Но когда ты живешь где-то за пределами Симферополя, есть ощущение, что повально просто наша молодежь выбирает вот путь через колледжи, двигаться дальше. По крайней мере, на первом этапе они себе выстраивают историю про то, что я закончу колледж, и, может быть, там дальше я поступлю в вуз. Но на практике оказывается, что абсолютно нет. Максимум люди добираются до уровня бакалавра и приехали. Меня эта история пугает. Почему? Потому что это способ мышления, это элита. Это люди, которые сегодня-завтра будут строить решать вот те самые проблемы, о которых мы с вами говорили, и определять наше место на этой карте. И меня эта тенденция и напрягает, и пугает. Почему? Потому что я не вижу перспективы в такой стратегии, скажем так. Что у вас, ваши радары, что показывают на сегодня? Вы знаете, наши радары показывают на самом деле увеличение числа студентов в СПО, в средних профессиональных образовательных учреждениях, и там огромные конкурсы. Причина, наверное, одна из весомых причин, почему столько детей уходят в СПО, это, наверное, боязнь ЕГЭ. Она объективная. А кто не боялся сдавать выпускные экзамены? Мы тоже боялись в свое время сдавать экзамены. Проваливались, да, ждали иногда год, потом опять поступали. Поэтому это, известная практика. Но мы с вами говорили как-то при личной встрече об этой проблеме, и потом я увидела публикации, я стала мониторить, я нашла публикации. На самом деле написана уже не одна статья по этой теме. Более того, есть уже опубликованные рассуждения педагогов на эту тему. Почему такой приоритет среднетехническому образованию? И он, конечно, заставляет задумываться. Из того, что я прочла, и пронаблюдала методом собственных наблюдений, я все-таки сторонник агитации в пользу получения высшего образования. Мои наблюдения
Я среди своих студентов, абитуриентов, я занималась на протяжении последних 5 лет профориентационной работой в Крымском инженерно-педагогическом университете. Не все доходят до высших образовательных учреждений, полностью с вами согласна. Получил же диплом, есть диплом, я могу поработать, завтра поступлю. И это завтра не наступает. Поэтому я все-таки сторонник получения полного среднего образования и ориентации на высшее образование. Да, это сложно. А кто сказал, что учиться легко? Никто не говорил. Никто не обещал. Поэтому давайте вспомним, чему нас учили в наших семьях. Да? Да, совершенно согласен. И здесь я вас поддержу однозначно, потому что здесь, я думаю, что нужно доносить до ребенка и показывать, что мы не должны обеспечивать сферу обслуживания. Должны сегодня, должны сегодня видеть все-таки глобальность и достоинства те, которые мы не имеем права просто потерять и утерять. Потому что мы не можем, скажем так, с позиции орла сегодня, вот где-то там внизу, достигнув, радоваться. К сожалению, не можем, не имеем права. Вы знаете, мы с родителями, у нас есть дети в IQ Меркезе, которые перешли в 9 класс, которые идут уже в старшую школу. И родители, конечно, задумываются, где дальше учить детей, на что ориентировать детей. И мы, конечно, проводим, штурмим. Мы любим штурмить. Это хорошая практика. Да, проводим мозговые штурмы. И вот то, что я наблюдаю среди наших родителей. Многие, конечно, ориентируют детей на Крым, на крымские вузы. Я езжу за рубеж. Я бываю, и на материке я часто бываю, езжу на конференции. Там немножко другая тенденция. Мы вот в этом году очень много ездили на семинары частных школ. Там ориентируют обучаться в сильных вузах, федеральных, но и в зарубежных вузах. Очень большой ориентир на азиатское направление, на Гонконг, на сингапурские вузы, но в то же время на европейские вузы ориентирует. То есть, скажем так, думающая часть, она все-таки за качественную, серьезную подготовку в высшей школе. Потому что миром управляют умные. Вот, поэтому я к тому, что не надо менять наши ориентиры. Вот то направление, которое помогло нам выжить, это все-таки большая часть нашего народа получала высшее образование. И это тот гарант, который нам позволял выжить в любых условиях. На ваш вопрос, который вы задавали у нас на бизнес-форуме, нам всем задавали вопрос, да, на бизнес-форуме Ахмеджит Базар 2025, ким біз олачақмыз, қызметшілеріміз, я да лидерлеріміз. Мне кажется, ответ очевиден, да? Біз ончен ребрендинг кечіргенде Фиданчихны насыл адыға деңіштірек деп түшінгенде біз кенеде бейін фортунасы кечірдік, ана бабаларнен, балаларнен, ве балалар бізге теклиф етті IQ меркезі адыны. Чүнки олар деділер ки, біздің келечегіміз бұл IQ. Аллаға шүкір, осып келген несіл бұны аңнай. Бізде башқа бір күчіміз жоқ. Ең балабан күч бұл IQ. Бұны біз әр ерде көреміз. Оның үшін ана бабалар, балаларыңызмен бәрабер, балаларға дүнияны көстермек керек. Башқа үкіметлерге бармақ керек. Вене вақыт бала, хоранта башқа үкіметлеріні көре, турист оларақ олсын біле. О zaman siz başka türlü bakasınız, başka pencerelерден дүнияға бақмаға башлайсыңыз. Ve мұндағы вазиетінен дүнияны вазиетіні қияслайсыңыз. Ve doğru нәтижелер шығармаға тырышасыңыз. Бүгінгі күннен яшамайық, ярынки күнні түшінейік. Doğru. Чет-елде алынған малюматлар мында кетірілсе, қиясланса сіз айтқаны кебі. Ve мұндаки олған тәжірибенен қолланып та елді етсек, әлбетте, Нуманчели Беджихан қайда оқыды, Сорбоннада оқыған Джеффер Сидаметлер, Гаспринскийлер и Парижлерде олар малюматларны, алған тәжірибелерні мында кетіріп, милли тәсілімізге, милли марифчімізге бұйықтен бұйық есе қошқан инсанлар. Ve олар оны елді етіп олдылар. Бізде бөлі тәжірибе 15-ші асырдан башлап зінжірлі медреселерден бұтын Шарқы Европаға берлі олған Али университетлер 18-19 асырда бөлі тәжірибе олған сон шымды
сынырлар да зияде якынча болду. Білесіңіз ме, Шевкет бей, біз якында белі біздің бір адамымызден бұл мевзуда субет кечіргенде тұшындық. Алайық мұны земаневи тарих, земаневи күнімізді. Mesela milli мектеплеріміздің мезунлары. Олар шетелге кетіп оқымадылар ма? Milli мектеплерді. Мұна біздің белі 15 milli мектебіміздің мезунлары. Олар енді 30 кечкен 40-қа якын инсанлар. Ата енді олардың арасында балаларын евлендірген инсанлар да бар. Олар не яптылар? Дүнияны көрділер ме? Көрділер. Қырымға қайтып келділер ме? Қайтып келділер. Яғни бұл модель біз не қадар анда onu бегенсек ya da beğenmesek o model çalıştı. Ve o model, o milli mekteplер öz neticesini şimdi beri. Ve o nesil, bakınız Kırım'da yaşay ve endi men көрем олардың балаларына. Олар hem para kazanalar, балаларына Кырымда тартылын ашлайлар, менлігін ашлайлар. Ve men bu milli mekteplerde yetişip келген nesilge pek minnettarım, білесіңіз ме? Onun için bizim için ориентир bu. Biz ne isteyimiz? Biz isteyimiz keyfiyetini göstermeyi. Biz aytmayımız o bizim pek gururlu, şanlı tarihimiz. 30 yıl içinde yapılgan pek balaban iş. Ve biz minnettarımız. Her bir müdürge, her bir ocağa, her bir ana babaga ve balaga kamu mekteplerde okudu. Ve menimcesine biz onlarını örnek alıp, şimdi oge ketmek gerekmiz ve o neticeni çoğlaştırmak gerekmiz. Biz ne yazık ki açıp olamadık burada ne milli mektep. Son ki 10 yıl içinde, 12 yıl içinde yok açıldı. Fontanda. Ama ihtiyaç daha çok. Olem mekteplerde okuyacak ballarının sayısı pek çok. Eğer devlet onu açıp olamasa, küçük şimdi bekim ona yetmidir. Bekim ende zaman geldi bizge, özümüzge o mekteplerini açmağa. Niçin biz açıp olamayız? Men bakam materikte Rusya'da pek çok özel mektepler ve pek güçlü. Onların talebeleri bütün federal olimpiadalarının galipleri. Kayda tek iştirak etmeler. Biz halk olarak özümüz için o mektepni kurabilemiz mi? Я думаю, если состоится диалог бизнеса и тех, кто, в общем-то, открывает и садики частные, и, может быть, и мы дойдем до другой ступени, в том числе, да, поднимемся на порядок, на несколько ступеней выше, я думаю, что эта история может иметь успех. Но как всегда, у нас очень мало времени. Как всегда, мы обсудили не все вопросы, к сожалению. Но важные вопросы, мы их проговорили. Важные, да. Важные вопросы. И вывод, который мы можем сделать, что тот спектр проблем, которые мы нарисовали, он, в общем-то, решаем. Действительно, эти проблемы решить нашими руками. Вопрос только, какие задачи мы себе ставим. И я полагаю, что главной задачей, и главный вопрос, на который мы должны себе ответить, это тот вопрос, который озвучила Енисе Одя. Olacağımız, hizmetçilerimiz ya da liderlerimiz. Это был проект Меркес Горушкенде.